В 2016 году решением депутатов Аильного округа Кызылкыштак Карасуйского района Ошской области было начато строительство здания для скорой помощи на территории местного ФАП Жаңы-Турмуш. Для этого архитекторы Карасуйского района разработали проект, сметная стоимость которого составила 4 миллиона сомов. На сегодня завершено 75–80% строительных работ, освоена половина сметной стоимости. И когда пришло время для вынесения постановления о выдаче второй половины денег, депутаты местного Аильного Кенеша отказались подписывать. По их мнению, сумма расходов слишком завышенная. Я отказался подписать постановление, так как посчитал, что 4 миллиона сомов на четырехкомнатное маленькое здание – это слишком дорого. Получается, стоимость каждого квадратного метра была завышена как минимум в 2 раза. К тому же качество строительства вызывает сомнения. Двери установлены некачественные и все остальное. Это же ведь народные средства, государственные, поэтому мы их должны экономно использовать. Между тем, бывший заведующий ФАП Шерзот Жураев заявляет, что все расходы обоснованы и деньги были освоены согласно сметной стоимости. Я не строитель и не архитектор, чтобы громко заявлять о том, что цены завышены. Проект был подготовлен архитекторами Карасуйского района. Их расчеты наверняка тоже основывались на каких-то документах. Но, возможно, да, депутаты правы в том, что цены завышены. Я не могу утверждать обратное. Но передо мной отчитывались по указанным расценкам. Сейчас уже завершено 75–80% строительных работ. Помимо строительства ФАП, сомнения у депутатов вызывает и вопрос проведения капитального ремонта здания сельской управы. На ремонт было потрачено 6,5 миллионов сомов. По мнению местных депутатов, эта сумма была искусственно завышена. Надо провести аудит, подчеркнули они. Ремонтные работы вызывают сомнения, так как мы были свидетелями того, что они использовали для ремонта крыши старые строительные материалы прежнего здания, например, деревянные балки. Я начал возмущаться и сказал, что за 6,5 миллионов сомов можно было построить новое здание. Нет, глава Айлюкмөтү даже не захотел слушать. Напротив, начал депутатов просить вынести постановление о том, чтобы еще 2,5 миллиона сомов выделить из бюджета, так как первоначальной суммы не хватило. Это хищение бюджетных средств. Мне начали угрожать, требовать не вмешиваться в дела Айлюкмөтү. Поэтому я предлагаю проверить сказанные мной слова фискальным органам. Здание Айлюкмөтү было построено в 60-е годы прошлого века. В 2015 году специалистами МЧС было признано аварийным. Спустя 2 года был произведен капитальный ремонт за счет средств сельского бюджета. Все расходы производятся согласно указанным в смете расходов плану. Денежные операции проводят согласно законам Кыргызской республики. Объявляется тендер, информация размещается на портале. Все законно, по порядку. И тендер тоже выигрывает компания, которая предлагает самую низкую цену. А что касается качества, то при приеме работы ее проверяет комиссия. В сельской управе Кызылкыштак, отметим, проживает около 35 тысяч человек. Гульжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.